Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. НАТО не признает договор о сотрудничестве между Южной Осетией и Россией. Законодатели пока только разрабатывают документ, но Запад уже выступил с критикой действий российского руководства. Представитель Североатлантического альянса также подчеркнул, что считает незаконным признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Северная Осетия начинает сотрудничать с Азербайджаном. Накануне две республики подписали соглашение. Работа намечается сразу в нескольких направлениях, в их числе промышленность, строительство, сельское хозяйство и туризм. Во Владикавказе сегодня прошла презентация книги Иры Шабитан. В сборник стихов вошли произведения немецких и английских авторов. На осетинский язык их перевел Аркадий Золоев. Эти и другие темы далее подробно. НАТО не признает договор о сотрудничестве между Южной Осетией и Россией, но не будет препятствовать его подписанию. Такое заявление накануне сделал специальный представитель Генсека Альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. Он также подчеркнул, что НАТО считает незаконным признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы не в силах помешать России и обязать ее не подписывать договор. Мы помогаем Грузии и намерены в будущем увеличить помощь на политическом, практическом и дипломатическом уровне. Между тем, Южная Осетия в конце прошлого месяца предложила России новый проект договора о сотрудничестве. Согласно документу, будет создано единое пространство обороны. Москва при этом берет на себя охрану границы Южной Осетии. Помимо всего прочего, предлагается упразднить пункты пропуска и упростить получение российского гражданства жителями Южной Осетии. Также мы помним заявление Соединенных Штатов Америки, которые также обещали военную поддержку Грузии. Вместе с такими странами, как Украина, Молдова. И в контексте всего происходящего это нас, конечно же, заботит. Прежде всего мы тут можем говорить о нашей безопасности или возможности угрозы безопасности от внешних сил. В данном случае мы можем говорить о угрозах со стороны Грузии. В целом проект содержит 15 статей и заключается сроком на 25 лет. Предполагается, что в случае подписания он будет автоматически продлеваться каждые 10 лет. Пока он находится на стадии проработки и должен пройти официальное согласование в органах исполнительной власти обеих стран. Но уже сейчас против него выступают представители блока НАТО, тем самым очередной раз демонстрируя свою политику двойных стандартов. Дело в том, что, пользуясь, так сказать, одной из древнейших пословиц восточных о том, что собака лает и караван идет, ну, наверное, или Салтыковича Дрина про моську, да, которая лаяла на слона, ну, ради бога, это их решение. Наши стратегические партнеры, внешнеполитические, они как были, так и остаются, и Россия вправе, наверное, самостоятельно принимать решение о том, с кем она собирается подписывать соглашение, а с кем нет. Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава Абхазии Рауль Хаджимба уже подписали договор о сотрудничестве. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию. Яна Гайгиева, Савелий Зангиев. Северная Осетия начинает активно сотрудничать с Азербайджаном. Соглашение о взаимодействии накануне подписали премьер Сергей Такоев и министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев. Работа намечается сразу в нескольких направлениях, в их числе промышленность, строительство, сельское хозяйство и туризм. Планируется совместная реализация инвестиционных проектов. Стороны представили друг другу свои разработки. В республике утвержден перечень из 21 приоритетного инвестпроекта общей стоимостью более 18 миллиардов рублей. Североостинская делегация встретилась и с вице-премьером Азербайджана Абидом Шарифовым. Основной темой беседы стало усиление сотрудничества в области образования и здравоохранения. Есть соглашение между государством и субъектом Российской Федерации, и теперь наша задача наполнить его конкретным содержанием. Вот сейчас и в Министерстве культуры и туризма, и в Министерстве экономики и промышленности обговариваются именно конкретные отдельные проекты, по которым их, я думаю, не будет очень много, но во всяком случае мы постараемся, чтобы несколько конкретных, как в экономике, так и в области туризма, реализовались вещи.
Еще одно приоритетное направление для республики – развитие банковского сектора. Об этом говорили на встрече с заместителем председателя правления Азербайджанского международного банка Эмилем Мустафаевым. По словам главы Минтуризма Алана Диамбекова, структура этой сферы в Северной Осетии кардинально изменилась. За последний год 3 из 5 региональных банков закрылись. Эти условия могут быть благоприятными для открытия во Владикавказе офиса Международного банка Азербайджана. Представителей учреждения особо заинтересовало кредитование малого и среднего бизнеса. Наши партнеры азербайджанские готовились к этой встрече, знали специфику региона, понимали, что через Северную Осетию можно войти на весь Северокавказский регион. Мы договорились о том, что в ближайшую неделю снабдим их необходимой информацией по банковскому сектору республики, а после ждем их в гости для того, чтобы на месте принять решение относительно возможности открытия какого-то присутствия банка в Северной Осетии. Подобные соглашения Азербайджан уже подписывал с рядом других регионов. Сотрудничество с Северной Осетией – это еще один шаг к сближению с Россией. Республика имеет выгодное стратегическое положение на южных границах России. Здесь проходят 2 автомагистрали через главный Кавказский хребет. Использование в полной мере транзитного потенциала Северной Осетии позволит организовать устойчивую перевозку и оптовую торговлю продукцией промышленного, агропромышленного, строительного и топливно-энергетического комплексов. Яна Гагиева, Эльдар Ашоков, Осетия ТВ. 1,5 миллиарда рублей составляет долг жителей республики за газ. Почти половина населения, 47%, не платит по счетам. Об этом на совещании в правительстве сообщил вице-премьер Константин Габисов. Самые проблемные – Иравский и Дигорский районы. Но есть и положительные тенденции. В правобережном районе заключено мировое соглашение с газоснабжающей организацией. Утвержден график реструктуризации долга. График выплат соблюдается. Специалисты также отмечают, долги за электричество негативно влияют на инвестиционную программу. Нехватка денег не позволяет модернизировать имеющиеся сети, увеличивать мощности и улучшать качество поставок. Именно в этом направлении, как было отмечено, нужно работать местной власти и предприятиям. Активизируйтесь и по возможности буквально в течение текущего отопительного сезона до его окончания выйдите на график реструктуризации с нашими глубоко уважаемыми поставщиками газа, потому что, как видите, это, в общем-то, достаточно положительный, очень эффективный способ решения проблемы. Спасибо, кстати, огромное, что нашли возможность именно так гибко подойти к решению вопроса. Это, я думаю, достаточно полезно. Члены комиссии планируют свести воедино прогнозные данные со всей республики, чтобы понять, какие изменения нужно внести в бюджет и где искать дополнительные средства. Главная задача в том, чтобы не страдало население, подчеркнул Константин Габисов. Все необходимые подсчеты должны быть предоставлены до 10 февраля. Фатима Дзываева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Фильм Александра Батышева «Отец» представили в администрации Владикавказа. Герой кинокартины Сергей Батышев родился в Рязанской области, учился в Москве. В 1936 году работал учителем в Кадомской школе, а вскоре начал преподавать математику в Дигаре. Судьба распорядилась так, что свою любовь Сергей Батышев встретил в Осетии. Он полюбил этот край всей душой. В память об отце сын снял фильм. Самый важный разговор с ними так и не состоялся. Это печаль, это, наверное, трагедия нашей жизни. Поэтому пожелание молодым своевременно благодарить, своевременно думать о своих родителях, своевременно их спрашивать и своевременно узнавать о тех, может быть, низших вот их судьбы, которые для них до настоящего времени неизвестно, чтобы потом себя не корить в дальнейшем. Как и многих молодых парней, в далекие 40-е Сергея призвали на фронт. Когда началась война, ему было 25, а в 30, когда отгремели последние снаряды и страна одержала победу над фашизмом, он уже был героем Советского Союза. Вся молодость его поколения прошла на войне. Вот это мы часто забываем. И другой молодости у этого поколения не было. И очень верно эту мысль выразил поэт-фронтовик Давид Самойлов. Помните, он говорил: 40-е, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые. Ну и поэтому даже, наверное, символично, что вот одну из частей этого фильма мы назвали не просто «Война», а «Человек на войне». После войны Сергей Батышев был уволен в запас и вернулся к работе.
Он один из основателей педагогики профессионально-технического образования в СССР. На родине героя есть улица Батышева, открыт дом-музей. Его имя носит школа, а на аллее Славы в Дигаре установлен бюст. И мы гордимся тем, что мы сегодня можем помочь в организации фильма, презентации фильма, для того, чтобы сегодняшнее поколение знало и ходило с высоко поднятой головой, что те, которые нам оставили эту страну, эту республику, этот город, эту жизнь сегодня благоприятную, это заслуга тех, которые положили свои головы во имя победы, общей победы. После презентации автору фильма Александру Батышеву вручили высшую награду – медаль «Владикавказ. Город воинской славы». В этот же день он стал почетным гражданином Дигары. Александр Батышев поблагодарил всех, кто помог ему в создании фильма об отце, отметив, что теперь картина будет жить своей жизнью. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Все чаще в наше время в Северной Осетии поднимается вопрос о сохранении и развитии родного языка. Азамат Кулаев, президент фонда «Аланское наследие», предложил издать детский сборник стихов Иры Шабитан. В него вошли произведения немецких и английских авторов, а также текстов устного народного творчества на осетинском языке. Проект сразу поддержал историк Руслан Бзаров. Профессор предложил издать тексты переводов Аркадия Золоева. Я думаю, что если эта книжка разбудит в них какой-то интерес. Если с удовольствием эту книжку будут читать, я думаю, что она им понравится, то мы будем считать, что выполнили свою миссию. А так, конечно, нужно читать книги, потому что книгу ничего заменить не сможет. И лучше книги еще ничего человечество не придумало. Недолго пришлось искать и живописца. Талантливый художник Тамара Тибилова-Джанаева создала необыкновенно яркие, запоминающиеся и удивительно теплые иллюстрации. Они гармонично дополняют текст. Это мой первый опыт детской иллюстрации, но он основывался на каких-то детских воспоминаниях, потому что эту поэзию я помню еще в переводах Маршака. Я очень рада, что появилась такая возможность именно эти великолепные стихотворения. Теперь эти стихи будут доступны и нашим деткам остинским на родном нашем остинском языке. Спасибо вам большое. Презентация книги сегодня прошла в научной библиотеке. Праздничный вечер украсили творческие коллективы республики. Звучала национальная музыка в исполнении ансамбля «Кона», народные осетинские песни. Издание Иры Шабитан тиражом в 3000 экземпляров не будут продавать. Это благотворительный проект. Книги подарят библиотекам, еще часть отдадут воспитанникам детских домов. Символично, что книгу издали в год литературы. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.